Друзья мои, давайте выпьем. Давайте выпьем за здоровье молодых. Давайте выпьем за здоровье молодых. Да. Прошу вас. Друзья мои, давайте пожелаем им здоровья, счастья и долгих лет жизни. Поздравляю! На здравие! На здравие! Айде, Батмеш, айде, Барон! Айде! Поздравляю! За здоровье! Риба! Возьмите, Друзья мои, это напоминает мне один случай. Папочка, ешь, а то ты всегда остаешься в Нет, накладе. я сперва расскажу, Маги. Я сперва расскажу. Твой покойный дядя, который однажды во время моей конфирмации сказал... Яков! Впрочем, это уже другой случай. Да. Вот. Все сидели за столом и ели рыбу. И вдруг он подавился. Проклятые кости. Ты гляди, будь осторожна. И вот, значит, он подавился и стал махать руками и дрыгать ногами. Яков, Давай, солнышко. съешь кусочек. Спасибо, солнышко. Машет это он машет. Весь посинел, как селезень. Рюмку разбил. Мы напугались ужасно. Колотим его по спине, прямо-таки молотим. Друзья мои, он стал, наконец, кашлять. И обливал весь стол. Весь стол. Есть потом, совершенно нельзя было. Но мы даже обрадовались и пошли поесть в трактир. В конце концов, это я был конфирмантом. А когда мы вернулись и опять привели его в чувство, он сказал таким хорошим грудным голосом. Маменька, ты помнишь, у него был прелестный бас. Он еще пел в этом. Водопровод. В хоровом обществе. Там, кстати, тоже был один занятнейший случай. И так, значит, он сказал. Ну, как рыба на вкус? Почему это все молчат? Потому что прелестная рыба. Отличная рыба. И так, значит, он сказал. Яков, но ведь ты же еще не попробовал. А вы не хотите больше? Я уже ел. Мамо! Мамо, по татку расскажу вам, мамо! Ну, я тебя прошу. Ничего страшного. Итак, значит, Юшка. Нет, итак, значит, он сказал. Дети мои. О, простите, ради бога. Ради бога. Ничего. Это... Ой. Да. Итак, значит, он сказал. Дети мои. Я... Подожди. Дети мои. Дети мои, я чуть было не подавился. Ну, Господи, я чуть было не подавился. Чуть было не подавился. Ну, Много добра! Расскажем отлично! Да, гуските никогаш не ядат риба, само вегетариански. Вы не хотите еще кусочек? Не, благодаря, не. Зарламбата не готова. Что? Лампа это безвкусно, а так выглядит отлично. Да. Да, но кога нема друго. Але вистинска светлина за бакалар, нели? Инна, убери нож, ведь это же рыба. Ова е баш по-романтична. Навистина, за романтично ли сте? Да, особено за Хайнс. Той имал толкова сладок профил. да, но ведь он помер от сухотки спинного мозга. Да.
Да, страшно больно. Да, вы знаете, вот еще дядя старика Вебера болел такой болезнью. Вы знаете, жутко было слушать, как он рассказывает. Потом всю ночь нельзя было уснуть. Вот, например, он говорит. Папочка, Что, Маша? это неприлично. Что неприлично, Мария? Уход по спинного мозга. Она все знает. Как Яков тебе по вкусу? Давай, солнышко. Да. Особенно нам по вкусу. Ага. Хотелось бы этой ночью вообще-то и уснуть. Нам особено. Сепак вечерва би trebalo da se spije. Epa, na zdravje, star moj. Na zdravje, nasite. Будем здоровы, друзья мои. Будем здоровы. Hvala, prilika. Što za mene prilično ovde? Izvinite. Така чудно мирисан. A baš opojno. Да. Жених израсходовал целую бутылку одеколона. A odlično mirisa, odlično, zašto? Вистина ли е дека целиот мебел па и шкафот сте го направиле сами? Все. Мой муж сам все придумал, сделал чертежи, купил доски, все сделал сам. И ведь как хорошо выглядит. Izgleda čudesno. Od kada si imao samo toliko vremena? Napladne, popladne, navečer, a najmnogu izutrina. Он ежедневно вставал в 5 утра и работал. Друзья мои, он поработал здорово. Я говорил, что дам ему мебель. Он не захотел. Кстати, вот так же было в одном случае с Йоханнесом Зайгемюллером. Он взял, да сам все и сделал. Мы вам потом покажем еще и другую мебель. Но ако издржи! Да долговечнее, чем вы и чем мы все. Здесь уж все делалось на совесть. И клей он тоже сам делал. Čovjek ne može da kuda ima ti padeš? verba Kuda ti? po to đubre podučanice. Право, это хорошая мысль. Так ведь и крепче привязываешься к вещам, и лучше за ними следишь. Хотел бы я, чтобы ты сама делала нам вещи. Се разбира јастине. Таков е тој. Ну, я ведь не об этом. Ты же сама знаешь. Друзья мои, а случай с Йоханнесом Зайгемюллером был действительно очень Папочка, смешной. во всех твоих случаях мы ни разу не заметили ничего смешного. Ne budi gruba, Marija. Mene mi se čini дека татко разкажу вам величествено. Famozno, особено кога вие ќе извлечете поентата. Безмислица. Едноставно стегнато пласт. Најпосле ние имаме време. Да, може овде, може Пожалуйста, это печенье со взбитыми сливками. Ова божествено мириса. Да. А па, јас уште малку, па не ќе можам повеќе. Яков, съешь печенька. Только не бери очень много сливок, а то может не хватить. Приятного аппетита. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Умирам по шлаг. Со него можеш да исполниш цела уста и се чувствуваш повеќе како да немаш зуби. Наистина и јас исто. Татко, уште малку шлаг. Не спеши, не спеши. Вот. Вот, например, Йоханнес Зайгемюллер всегда говорит. Мамочка, сливки очень хороши. Ты обязательно должна дать мне рецепт. Мамо, да никогаш нема да научи да готви така добро, како тебе. А тут еще и 3 яйца. Если только понавалить всякой всячины. Епа тоа мора да биде така, Марија, инаку ништо нема да излезе без јајца. Особено јајцата. Што ти е? Всушност, јајцата се многу добри.
против яйца. Да, вот яйца. Однажды маменька дала мне в дорогу яйцо. Я спрашиваю, крутое? Она говорит, как камень. Я поверил, положил в чемодан. Так я еще не успел. И креветите ли всъщност сте ги направили сами? И дай, пожалуйста, сливки. На! Так я еще не успел доехать, да. Да, из ореха они прекрасно выглядят. Ми се чини дека се малку прешироки. То е поради тоа што ги правиле самите. Ты же еще не видела. Друзья мои, а ведь у меня для них нашлись бы вполне подходящие кровати. Из наследственной мебели, имеют антикварную ценность. И к тому же массивные. Луѓето порано знаеле што прават. Дало тие биле и други луѓе, нели? Да. Да. Другие люди, другие кровати. Да. Это сказал Фриц Форс. Да. Он вообще был большой оригинал. Вот, например, одна. Он зашел в церковь, когда пастор еще не ушел. Кстати, друзья мои, однажды был занятнейший случай. Сватер клозетов. Нет, я сперва расскажу об этом. Тогда стали только появляться клозеты с водой. И как вы сами помните, Написе малку винце, татко тоа го овлажнува јазикот. Видете самата боја, а овај букет, Марија, овај букет. О чем вы там шепчетесь, дети? Ничто. А что это вы мне все на ногу-то наступаете? Вот уже 3 минуты как топчете. Я же вам не кузнечный мех. Извините, я смысле... Ну что вы думали? Это неплохо иногда, знаете, подумать. Ну зачем же Ќе думать биде иногда? подобро да пиеш, вместо да продаваш мудрост. Твојата мудрост, освен тоа пиеш толку неумерено. Вие сакавте да раскажувате за наследството, а ние ве прекинавме. А кровати? Благодарю вас, весьма благодарен. Ага, в этих кроватях умер уже не один из нашего рода. Вот так-то, Мария. А сега да им наздравиме на тие што се живи, татко. Хорошо. На здравие. Будьте здоровы, На здравие. Будьте здоровы. Дорогие друзья, я держу. Ако ми ќе сакаш нешто да држиш, држи се ги муцките. А бе зашто не зборувате? Бе тоа беше само една шега од вашава драга. Конечно, говорите. Тој не разбира од шеги. А я уже забыл то, что хотел сказать. Якоб, застегнись. Это неприлично. Камбаните, да. А сега господинот Милтнер ќе одржи говор. Слушајте само, ова звучи чудесно, поправо возвишено. Тишина. Да дај му хоть проглати. Добре, јас само накратко да. Вака, значи, кога двајца млади луѓе ќе стапат во брак, чистата невеста и волуњите на животот узреаниот маж, тогаш се вели пеат ангелите на небото, нели? Да. И кога младата невеста ќе се сврти некако наназад кон убавите денови од незиното детство, тогаш некако како да и се прикрадува лесна тага, затоа што сега таа стапува во брак, исполнет со неизвестности, но се разбира покрај проверен маж, кој сега дели добро и зло со избраничката на своето срце. Да, и затоа во нивна чест, да наздравиме за овие две млади, прекрасни деца на човештвото, кои денеска натаму ќе мораат да си припаднат еден за друг, за прв пат. Да. И
Буду има чест да изпееме песната от Франц Лист. Давайте. Каков чудесен ден! Извинете. Песната беше непозната, но речта беше добра. Речта беше. Отлична. Извинете. Сборувате како от книга. Как же страница 85, речь на свадьбе. Срами се. Моля! Да, ти! Виново е прекрасно. Друзья мои, раз уж мы тут говорим о мебели. Папочка, это мы уже знаем. Что ты знаешь? Что ты знаешь? Как помирал твой дядя Август? Да. Да, навистина, како умрел твојот Вујко Нет, Август. мама, что это получается? Они не дали рассказать мне случай с яйцами, потом не дали с ватер-клозетами, еще не дали про лес. Я уже ничего не говорю про Ганса Зегемюллера. Действительно мало длинновато, впрочем, не больше 10 минут, так что, может быть, я все-таки потом расскажу. Яков, наливай по новой. Дядя Август помер от водянки. Будьте здоровы! Будьте здоровы. Итак, значит, водянка. Началось только с ноги, даже только с пальцев. И шло так быстро, побыстрее, чем ребенка сделать. Будьте здоровы! Будьте вы здоровы. Все у него почернело. Живот раздулся. И хотя ему все время выпускали воду, будьте вы здоровы. Выпускали, значит, выпускали, но было уже поздно. И вот, значит, он лежал в той самой кровати, которую я хотел им подарить, и стонал, как слон. Выглядел точно так же, как слон. Я, конечно же, подразумеваю ноги. И вот тогда его сестра, это значит, бабушка сказала, когда был виден, значит, он отмучается. Так посидела, картина перезадернута. Он лежал и стонал. Он уже 4 недели так стонал. Он уже 3 недели как не мог повернуться на бок. Она не отставала. Она не отставала, я опять заводила свою. Заводила свою. Она не отставала. И не отстает, и говорит свое. Август! Говорит она. Хочешь позвать священника? А дядя ничего не сказал. Мама! А бабы, они вообще на... Мне рассказывай. И буду. Что ты будешь? А дядя ничего не сказал. Мама, он только вот так покосился направо, где они стояли. И сказал такое, что мне и повторить здесь неловко. Он вообще был малость грубоват. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Придется сказать. Вот он и говорит. Сядь. 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 Сядь, я сказал. Сиди. А я не буду говорить, пока он не сядет. Мама! Сядь. Ага, вот он. Вот он и говорит. А поцелуйте-ка вы меня, говорит. Вот так. Ну вот вы сами знаете куда. И как только он это сказал, можете себе представить, так тут же сразу и кончился. Это доподлинно известно, кровать еще цела, я ее поставил на чердак. Заберите, когда хотите. Сега не сум ни жедна. Епа, не треба се да се прима, господице. Па, на здравје. Ова беше само уште една убава приказна. Ты сегодня как-то пошло трёп. Остави му го тоа задоволство. А я пошутил. Да, смотри. А не рассмотреть ли нам вашу мебель? А да, сега, прекрасно, да. Седи. Да, седи. Ова е столнишалка. Да.
како дека е доволно широка, туку овој начин на тапацирање како дека е непрактичен, но со оглед на тоа дека го правеле самите. Главно е тоа што се столовите доволно широки. Има место за двајца. Нозете се малку претенки. О, тенки нози. Тоа е отмено. Нози. Каде знаете? Яка, ну не трогайте его уже руками. Ашка, правда красиво? Я вообще не понимаю, как некоторые люди не могут этого заметить. Покупают какую-то мебель, ну просто какую-то мебель, ни тебе души, ничего. А это наши собственные вещи. В них наш труд, наш пот, ведь сами делали. Жена! А ну-ка иди сюда и садись. О, значи ова. На древо срце би сакала да го видам однатре. Ну нельзя же к людям в шкаф залезать. Но јас мислев само онака, а туку ти секогаш се знаеш подобро. Добро, тогаш сепак нема да гледам. Однад во шкафот на вистина не делува баш импозантно. Овие влошки човек никаде повеќе не може да ги сретне. Луѓето се ги имат стако со шарени завеси. Тука однатре би можел да биде сосема добар, а баш тоа и сакав да го видам. Так. А теперь садись. Каков тон е тоа? Пак си спил премногу. Ке ти ставам вода, ти не поднесуваш вино. Но ако сакате да видите, само повелете, мене ми е мило што ви интересира. Еве го клучот. Не. Не. Марија! Отвори! Мария. Это не тот ключ, он не вертит. А дај ми мене! Ти тоа уште мораш да го научиш. Клучалката ја направив самиот! Не се отвора! Тоже не можешь. Изгледа дека клучалката се заглавила. Може би нема кој знае што. Баш воопшто не се исплатува. Без друго е многу тешко да се отвори клучалката на овој шкаф. Тоа е лошата страна на шкаф. А ну садись. Мне уже надоело тебя слушать. О. А не би можеле ли малку да потанцуваме? Да потанцуваме, па каде нема место? Како нема место? Ви се молам, како нема место? Сега ќе направиме, ќе тргнеме масава малку по нас. не, Ама јас ќе направам Масата место. не. Колку Масата не. се молам, ајде. Ајде ви се молам побрзо. Ајде. Само внимателно. Нема потреба, не од стакло. Ајде сега, спуштете ја. Спуштете ја само внимателно. Да танцуваме. Да танцуваме, меѓутоа. Да Малка ќе готово да танцуваме. падне. Ќе падне. Како сакате? Би требало секогаш да внимавате на попта што е вложена во тоа. Туку може би со добар туткал сепак ќе беше подобро. Разрешите. Почему? Разрешите. Ну, ценись. Тога. О. Ну, ну. О. Мария. Пьяный я. Да, ничего страшного.
А почему вы не танцуете? Чини скорее. Ничего, 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 ничего. Это мало. Имате остар јазик. Смеам ли да танцувам со вас? Не би ли го сторили тоа најпрви со вашата драга сопруга? Да. Дојди, Марија. Нет, я бы хотела потанцевать с господином Гансом. А за колко играм тогаш јас? Вы не танцуете? Дай се свистите. Ма нема Милки да стоите, па јас ќе морам да гледам. Он лежал на них, можете нам взять с той самой гарантией, которую я хотел подарить, не хотел как-то. А Жофина, думая своим а папа говорит. Ваши сопруги така прекрасни. Инна говорит, оставь. У него же папа был у нас очень она не обсуждала, и она заводилась. Подумай о своей бессмертной. Оставь, у него же боль. Она не Нешто грцна? Без друго е нешто скршено виновна сум јас. Нема врска, јас ќе го поправам. Ништо. Па вие се разбирате од мебела, тоа е главно ништо. Это было слишком быстро. Вы так и повалили. Да, вашиот сопруг е така полетен. Ти се допаднали танца? А? Да, сегодня понравилось. Ти ми требало да внимаваш на твоето срце. Ты обо мне заботишься? Секогаш сепања на мене. Да седнеме. Может быть, еще вина, тогда и поболтать приятней. А? Не. Почему? Да пееме. Да. Да пеете нешто. Јас на драго срце слушам. Не, јас не знам добро да пеам. Нема врска. Пеј за да се забавуваме. Мојот сопруг подпевнува, а свири на гитара. Ајде малку свирете малку. Еве ја и гитарата. Ничего еще же не помню. Ме молам, само една за мене. Така ще се беше, Порано весь ден свиреше, тук откако сме заедно престана. Порано знаеше сума песни, потем заборави цел куп и најпосле остана само една, сега можеш таа да ја пееш, Злато. Спою, И ги ја пееш. спою, Ајде, пеј. спою. Пеј ме пукна. И спою! Проведение в Лебенау. Как говорят, не раз уже. Говорят, не раз уже. Забыл! Забыл! Изматувено. Нема врска, не знам да пеам. Вы знаете, Мария прекрасно танцует. Я вам расскажу. Браво, Марија!
ова чудесно! Мария. А не сядем ли мы все к столу? Ведь так даже не поговорить. Да. Седнете. И се кажуште да танцуваш. Сядем. Сядем. Но теперь сядем по-другому. Стоп. Мария, браво, Мария. Только осторожнее, ради бога. Тихо. Простите. Опа! Молодец. Вы садитесь сюда, а вас я попрошу сесть здесь. Папочка, ты во главе стола. Ну, конечно. А сега да се напиеме. На здравие, приятно. Очень. Инна. А вас я попрошу сесть здесь. Возобсената куќа, направена со собствени раце. Да. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Ну, о, когда ты, Мария, бегала еще в короткой юбчонке, тебе дали выпить вина. Твой дедушка забавлялся. Он хотел, чтобы ты потанцевала. Но ты сразу же уснула. Ну, Я еще не видел никого, кто танцевал бы. Тогаш вот денес так вот. по-добро да не пие. Не ли, Злато? Кто танцевал бы вот так хорошо. Молодец! Сега сум во чудесно расположение. А овде до сега беше помалку стегнато, но инаку прекрасно. Что случилось? Што е ова? Јас како да сум се закачил на нешто. Вам больно? А да, тоа е наш спичок. Не, нема врска. Да, за столови. Рака на срце, овие бај моите најдобри панталони. Што ги стави баш во моја чест. Да, а сега ќе пеам. Не мораш, ако не ти се сака. Не, ми се сака. Мислам, ако ти помина волјата. Не ми помина волјата. Заради панталоните. друзья мои, а все-таки есть провидение. Вы знаете, вот и Форст всегда говорил. Пожалуйста. Се споја тие сами. Ах, тој знае моја е. Пламен пламти сега в мрако. Та знае сами сме. Извинете, само да ги однесеме порции. Ќе се вратиме ние. Да, извинете. Инна, ќе се врати. Се вратиме сега. Извинете. Ничего. Сега само да Сега му бакнува чело, му бакнува и лице бело, но не знае она што. За да го згасне сиот тој плам, што во неа го вивна тој, на мангупот таму се даде, што на секс беше склон. Јас тутка, тој среде скали, тука сврши работа тој. Извинете, за оцијала се скрши на вратата, омењето и... Се раскости. Вратата и порцијата, сега не се ги замиеме, ќе се вратим, извинете. Еве, одма. Да, извинете. А тој е сега макаро.
Прелестно. Да, извънредно. Ова е една от твоите най-добри песни. Ви се допадна? Јас ќе одам поуште малко вино. Да, добре. Особено поуката. А вам ви се допадна? Нет? О, наверное, я ее не поняла. Не се мислеше на вас, Злато. Надеюсь. А где же Инна, а? Не знаю. А го нема и господинот Милднер. Зашто воопшто го поканивме? Он сын нашего домовладельца. Значи слуга. Они, наверное, вышли. Тем лучше, значит, они просто не слышали этой песни. Но теперь, Мария, посмотри, где они. Може би ти ја разбрале. А ведь ваша госпожа мама тоже на кухне. Да го спрема кремот! Это была похабщина. Како онака танцуваше со него. Теперь не стыдно. Поради танцот? Нет, за то, что у тебя такие друзья. Мария. Сега сум во изворедно расположен. Кога ќе се напијам се чувствувам како драгиот Господ. Требаше да кажеш. Кога драгиот Господ ќе се напие, се чувствува како секретар. Тој добро кажа, инаку немаш толку многу дух. А мне вспомнился анекдот. Однажды Господь Бог вышел погулять инкогнито, но так как он забыл одеть галстук, его поймали и отправили в сумасшедший дом. Вот так. Просто треба инаку да го кажете што Ничего. Ну вот, он действительно, Йоганн Шмидт, он действительно попал в сумасшедший дом. И вот как это произошло. Браво сме, Кремот. Се во ред. Ние сме во извонредно расположение. Раскажуваме анекдоти. Кремот ќе биде одличен. На шпоретот ли го приготвувавте? Ево кујната. Ние не го правиме Кремот на шпарет. А јас мислев дека сепак ќе речете дека кремот се прави на шпоретот, зашто се така втрвенета. нешто се скрши. Се плашам столов. Нема врска. Можете да се тркавате по него колку што ќе посакате. Јас повеќе не се осмелувам да седнам. Ке појдам кај столот Мишал. Таму веќе бевте преги, јас трчам. Овде нешто навистина не е во ред. Јас не знаев дека ова е токму тој стол и некој ќе ви дадев некој друг И подобар. тогда то был бы тот самый стул. Так вот же еще один стул свободный. Садитесь сюда. Крем и глинтвейн. О, мама! Мама. И барено. Обожавам варено вино, прекрасно. Пожалуйста. Ова е облегало за раката. А еве ништо не скина. Да пи. Сега ќе биде подобро. На здравје. Пријатно. Здоровы. Ова е за твое здравје, мамо. Да-да. Мама. Только не проливай, пожалуйста, вино на жилет. Он должен посадить пятно. Кстати, друзья мои, раз уж мы говорим о мебели, вы знаете, у Розенберговой компании были прекрасные стулья, специально для посетителей. Сиденья такие низкие, что когда посетители садились, колени были вровень с головой. И это всех так подавляло, что Розенберг и компания
разбогатели. Тогда Розенберг купил новую обстановку, новые стулья, но эту мебель он сохранил и всегда говорил при случае: вот с какой скромной мебелишки я начинал. И я никогда этого не забуду, чтобы не стать высокомерным, и чтобы Бог меня не покарал. Сега в столовите да се скршат. И аз тук навистина не можам нищо. Никто и не говорил. Токму поради това. Сега јас ќе испаднам виновна. На. Дојде само до недоразбирање, не? Да засвирам нешто на гитарава? Ако не си изморен. А од што? Од пиење и од танцување. Па ти страдаш од стомак. А не, јас не страдам од стомак. Ама секогаш пиеш горка сол. А тоа уште не значи дека сум болен? А тоа беше едно малечко внимание. Ти благодарам за тоа, но јас не сум изморен. Сте ја гледали ли представата Бал во театарот? Бал? Это пьеса свинства! Да, но во неја има некоја сила. Значит, это сильное свинство! А сильное свинство хуже слабого. Если у кого есть талант к свинству, это что, по-вашему, нужно считать просительным? Вам-то, во всяком случае, не следовало бы смотреть такие пьесы! Друзья мои, а ведь эти современные авторы, они всегда вываливают в грязи именно семейную жизнь. А ведь это единственное, что есть у нас. Точно. Друзья мои. Точно. А тоа е во секој случај точно. Друзья мои. Друзья мои. Ајде да бидеме повесели! Например, те го соблечам палтово. Еме јас ќе го соблечам палтово. Би можеле ли да играме тонч? Картите се во шкафот. Сонлето! Сонлето! Сепак, еден ден ќе мора да го отворите. Я надеюсь, вы не серьезно? За да играме карти. Тогаш кажете што треба да се направи. Сега би можели да го погледаме другиот мебел. Да. Ништо, јас ќе седам овде, вие одете. Ништо, злато Одна? Это не годится. Марија! Марија! Ина! Что всему должны быть пределы. Искам да ти кажам дека стол не скрше. Јас ќе го поправам ако се седи добро, ако се внимава, се е во ред. Давайте какая мебель. Ама ајде да пееме. Марија, ајде, Златошу. Ами јас ќе го поправам. Младоженецот го соблече палтото. Зашто го соблече? Младоженецот го соблече палтото. Еј! Тој е безсрамно! Сега се ти е дозволено! Сега се ни е дозволено!
Мария. Да нет, нет. Да одиме, Мария. Ти я догони. Нещо не е во ред со инсталацијата. Ќе морам да поберам батерија. Почему ты не дал его починить монтеру? Што ти е? Ај сестра ти би можела малку да внимава. Твой дружок? Не се танцува онака ако ти е битно другите луѓе да те почитуваат. А этот Мельнер, а? Он так вдохновенно говорил про девственную невесту. Покраснел, все заметили, потом так злополучная песня, он как будто мстил за что-то. Таа курва! Тој мисли дека кај на таква тоа нема врска? Осторожней ты, это твои друзья, я не эдакая. Само да се ослободиме од нив, Марија. Јадат, пијат, локати, не се предават. Ова е сепак наша веселба, Марија. Все Ајде, испортили. немој да бидеш таква, Марија, кога тие ќе си заминат, ќе останеме сами. Марија. Какой? Да, ќе бидеме сами, Марија. Ајде, немој да бидеш таква. Я не хочу. Если они уйдут, будет еще хуже. Марија! Јас тебе те сакам, Марија. Пойдемте, друзья. Осторожней. Осторожней, здесь ступеньки. Пойдемте. Осторожней. Осторожней, друзья, мы идемте. О, Нам пришлось ждать на кухне. В спальне нет света. Что с тобой? Что тебе смешно? Что тебе смешно? Ты что, с ума сошла, если ты себя так будешь вести? Извините. Принес бы ты еще вина. Марија, чекај ключ. Сию минуту. Штета што немаше светли на креветите, се супер. Шо мириса вака? Шо мириса вака? Како? Шо мириса вака? Кто здесь? Како мириса? Кто здесь? Не мириса ништо. Знам, ова е тутка! Соколонјската вода што им ја подарив и веднаш половина шише. Мария! Когда ты вот так появляешься на пороге, у тебя прелестный вид. Ты еще девочка имела прелестный вид, но сейчас ты в расцвете, Мария. Фустанот е добро направен. Да. Тоа е некоја лузија, Злато. А тебя это задевает? Не нафрлај се со камења кога седиш во стаклена куќа, Златова. У кого? Бревно. Фустанот е толку добро направен, така што дури не се познава дека си трудна. Што се случува? Невкусна забелешка. Не смееш да ги навредуваш гостите! А гостите смеат да навредуваат твојата сопруга. Јас воопшто ништо не реков. Рече, се кажа. Неправда, ты се явила непристойна! Каква вистина? Не приправај се. Кога некој е во благословена состојба, тогаш е во благословена состојба. Рече ми ништо. Каде курти одиш? Тоа беше твоја базна! Не ти е баш дожезано, да не е неку немаше таму да ја ставиш. А ова е моја маса! Жестокий грубиян! Она, видите ли, мученица, а Эр жестокий грубиян! Но я терпел ее целых 7 лет! Спрашивается! Кто меня так ожесточил? Я слишком уставал, работая на нее, чтобы я мог ее еще и ударить. А ей, видите ли, всегда плохо.
плохо, когда мне хорошо. Вот полюбилась мне картина, понравилась. Так что же, пришлось выбросить, потому что ей эта картина не нравилась. А когда я ее выбросила, она ее подобрала и повесила у себя в комнате. Еще говорила, что для нее она достаточно хороша. Я разозлился и забрал картину. Тогда холодный. Будто бы я ее лишаю даже этого. Даже этого нельзя. Вот так ныла она о самых недоступных вещах. Вот такая она. И такие они все. И со дня свадьбы становишься не животным, который служит госпоже. Нет. Человеком! Человеком, который служит животному! И от сознания этого так опускаешься, что заслуживаешь все! Все! Сакате ли уште малку вино? По 29 часот. Па нема повеќе ни еден стол! Не би можели ли малку да танцуваме? А не! Доста ми од тоа! Но преѓе ти се допаѓаше. А преđe немав настичок! Да, така. Затоа беше толку дивок. Да не беше тоа може би мој стол! Не, тоа беше мој стол. Беше! А сега повеќе тоа не е стол. Епа, значи, ќе можеме да си одиме! Ќе можеме да си одиме? А ќе можеме да си одиме? Епа, тогаш ќе си одиме. Ви благодарам. Поминав уште една фантастична вечер. Благодарам. Навистина беше се фантастично. Еве јас сега можам да си го земам палтово, шеширок и да си одам. Довидување. Довидување. Беше фантастично. Здравейте ли, Додо? Вынужден еще раз извиниться за то, что у меня вот такая жена. Повеќе не се осмелувам да си одам дома, господине. Вот она, твое место. Ну ничего, Не знам дали има спектакль начин да окончен. се сменуваме. И Имаме начинается начин. серьезный разговор. Пошли. Тој мене, Вы нас, пожалуйста, извините за то, что у меня такая жена. Мене нема потреба. Вы нас, пожалуйста, извините за то, что у меня такая жена. Вы нас только извините за то, что у меня такая жена. Јасно, сега си одат! Откако онака се изналапа! Од 2 има помината половина од вечерта, после ќе останеме сами! Недавно ты хотел, чтобы они ушли. Видишь, как ты непостоянен. И меня, наверное, ты тоже не любишь. Ова смрдеа повеќе не може да се издржи! Как господа? Туткалот што не држеше! А бесрамно е да се викаат гости на едно вакво буниште! Тогаш прости ми што не ми се допадна твојата гомнарска песна и што ја скрши мојата фотеја! Епа тогаш би требало да го земите брачниот кревет од приказната завадената болест на вашиот папачка! Оди појавалите! О мебели мы еще поговорим. А кровать, разумеется, в вашем распоряжении. Мария. Мария. Я-то думал, что лучше всего говорить о таких вещах, которые никого лично не касаются. Людей нельзя оставлять надолго одних. Они это плохо переносят. Инна,
Пошли. Мария, помоги папе. Папа сам. Сам. Šteta što ova večer ispadna ovako. To je единственото нещо što човек го има. Да. Ханс вели после почнува животот. В всяком случае, ты основательно помогла его испортить. С каких пор ты называешь господина Мельнира просто Гансом? Мама. Мама? Хвала на Господа и на дявола, что най-после съм надвор! Ушли! Разнесут наш позор по всему городу! Завтра уже всем будет известно, что у нас произошло. Они будут смотреть на нас из окон и смеяться. Вспоминать, как крем не получился, и свет не зажигался, и мебель развалилась. А самое-то поганое, что невеста беременна. А я-то думала, скажу преждевременные роды. А нашиот мебел, а петомесечниот труд, на тоа не мислиш. И што се тркала од среќа пеејќи ги своите гомнарски простачки песни. И што ти со нив танцуваше како во јавна куќа, се додека не ги искрши и најдобрите столови. А за тоа е виновна твојата пријателка. Твой дружок? Марија, дојди Марија. Ова е сепак наша брачна ноќ. Дојди Марија. Брачная. Марија. Брачная. Черт бы побрал твою мебель. А? Ты даже не покрасил ее. Чего там находится в внешнем виде? Главное, что прочно и надежно. 5 месяцев потратил на это барахло, какое положение заметно не стало. И зачем только мы поженились? Марија. Сега се надвор, Марија. Сега почнува нашата брачна ноќ. Ова е таа. Зачем это тебе понадобилось танцевать первый танец вопреки всем обычаям с этой поганой бабой, а? До сегодняшнего дня не знал, какая она. Считала ее своей подругой. Какой ужас. Таа рече нешто лошо за мојот мебел. А ты хотел заставить ее переменить мнение. Ты думал, так будет лучше. Се тоа затоа што човек прави нешто што другите не го прават. А се разбира, тие не можат да направат ниту едно од овие парчиња. Никога се однесува до идејата и сечењето. Но во една работа се согласувам со нив. Туткалот на вистина беше лош. Марија, а сега повеќе немој да мислиш на тоа, Марија. Не хочешь? Так напомнит. Я тебе этого никогда не забуду. Дека туткалот беше лош! Вот Бог тебя накажет за эти насмешки. Веќе ме казнува! Заклетова клучалка. Сега веќе се сеено. Вот теперь ты шкаф сломал только потому, что замок был испорчен. Сега ја најдов својата домашна наметка, а ти би можела малку ова да го исчистиш! Уште долго ли треба да шлапкам во оваа кочина? Не беше баш ефтино. Виното од визбата не беше неопходно. А стол охромел. Не хватает 2 нож. Варено вино, јадење, а сега доаѓаат поправките. И шкаф, и столик, и шезлонг. Проклети свињи! И твоя мебель. Нашето домаќинство Знаешь, что имеешь. треба да се чува! Это позор! Уште си во венчалниот фустан!
Сега се разсипа! Се! Види, имаш дамки от вино! Жалким, ти выглядишь в этой куртке, совсем другое лицо, куда хуже. Си станала како баба, особено кога пискаш! Теперь уже нет ничего святого. Почнува брачната ноќ! Се испија, се! Шишињата празни, во чашите остатоци, а Чаршафов добил повеќе од колку јас самиот. Сега ќе мораме да штедиме. Что ты делаешь? Ги испивам чашиве. Еве уште една полна. Мне сейчас не до этого. Ова е сепак брачна ноќ. Макар што со оглед на тоа дека си бремена, не може да се каже дека пијам за твојата невиност. Самое гнусное за сегодняшний вечер, а? Ты сам себя превзошел. Денес Кто виноват? е пренес Кто виноват? ноќта, Ти ли как похотливи која што козел? пред очите на нашето семејство во собствената куќа, ние ќе се размножуваме, така да се каже еден свет настан. Говорить ты умеешь. Пијам значи за твое здравје, мила жено, и нека среќата не придружува. Вот ты сейчас не все. Правильно сказал. А можеше Однако да биде правильно, и по-лошо. что у нас сегодня праздник. Можеше да биде и по-лошо. Нечего придираться. Да, со твоите роднини. И с твоим дружком. Мил, ну неужели нам так необходимо ссориться? Брачная ночь. Брачная ночь. Чудесная брачная ночь. Прелестная брачная ночь. Слушай, а песня-то какая неприличная. Надежный, крепкий, малый. Все вы такие в подборотнях тискать. А зашто да не? На здравје! А как они все таращились, когда шкаф не открывался. А приказките од татко, она курва речи се спружи на пол. А как моя сестрица свалила на пол. И онака не можеа да видат што има внатре. Моя куртка, как она плохо выглядит. А и тебе, Фустанов, не ти е баш. Ну вот, теперь оно. Сега ми е се едно, Марија. Марија, Просто дикар. тој те били гради, Ты Марија. же мне делаешь Марија, больно. дојди, Марија. Марија. Твой стол. Што А Марија? ты тоже. Не е важно, Тоже же Марија. развалится. Не е важно.